Правление Абылая. В середине XVIII века джунгары совершили ряд разорительных набегов на российские горнозаводские предприятия, и правительство Елизаветы Петровны приняло решение с 1747 года все демидовские заводы и рудники объявить собственностью Романовской династии. В это время развернулась борьба за джунгарский престол между наследниками Галдан-Царена, что привело к ослаблению ханства. Маньчжуро-цинские войска нанесли джунгарам поражение весной 1755 года, а Мурсан попытался создать антиманьчжурский союз, но, потерпев поражение, был вынужден искать убежище у султана Абылая. В 1758 году Джунгария была окончательно разгромлена и прекратила свое существование, а в 1761 году была превращена в цинское имперское наместничество под названием Синьцзянь, новая граница. Над Казахстаном нависла новая угроза со стороны Маньчжуро-цинской империи. Китайские отряды вторглись в казахские земли. В 1756 году Абылай стал организатором отпора врагу. Для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, Абылай направляет посольство во главе с Абул-Фаизом в Пекин с целью принятия подданства Китая при сохранении подданства России. Император Китая направил посольство к султану Абылаю с признанием за ним ханского титула и предложением помощи в борьбе против русских войск, так как цинское правительство не было заинтересовано в продолжении военных действий в Казахстане. В Урумчи 1 января 1759 года прибыла торговая миссия Абылая. Теперь казахи налаживали торговые связи с городами Кашгар, Уч-Турфан, Яркент и выступала посредниками торговли российских купцов в Синьцзяне. К концу XVIII века с Китаем вели торговлю около 105 тысяч казахских семей. Для укрепления отношений с Россией Абылай в 1738 году присягнул на верность царскому правительству. Но большая часть Среднего Жуза продолжала сохранять фактическую независимость от России. Казахские войны под предводительством Абылая в 70-х годах XVIII века нанесли ряд поражений правителю Хаджента, ташкентскому Кушбеге. Ташкент платил налоги казахскому правителю. Перешли во власть Абылая Туркестан, Шымкент, Созак и еще несколько зависимых от Ташкента городов. В 1771 году, после смерти хана Среднего Жуза Абулмамбета, знаменитые бии, известные султаны, крупные полководцы поддержали Абылая, считая его единственным претендентом на ханский трон. В Туркестане представители 3 казахских жузов подняли султана Абылая на белой кошме и объявили его ханом всех казахских земель. 24 мая 1778 года царское правительство утвердило Абылая лишь ханом Среднего Жуза. Грамота Екатерины II об утверждении его ханом Среднего Жуза была доставлена в родной аул хана царскими представителями. Абылай создал боеспособную армию, опираясь на батыров. В самом ханстве Абылай жестоко расправлялся с противниками, выступавшими против усиления его личной власти. В хозяйственных вопросах Абылай хорошо осведомлен. Он поощрял развитие земледелия. По просьбе Абылая в 1761 году императрица Елизавета направила 200-300 пудов зерна в Казахстан для посева. Абылай-хан многое сделал для развития самобытной материальной и духовной культуры казахского народа. Сам являлся автором нескольких кюев. Осенью 1781 года Абылай умер и был похоронен в мавзолее Ходжа Ахмета Ясауе, Туркестане. И еще при жизни народ называл Абылая Аруак, воплотивший дух, ниспосланный Аллахом для свершения великих дел.